Предварительно мы высказали все, что хотели сказать. Если есть вопросы, пожалуйста, можете задать. Пожалуйста. Вот тогда у меня вопрос первый к Ренату, а потом к вам, господин. Да, пожалуйста. Вот, первый вопрос. Вы не могли бы себя называть, чтобы мы тоже ориентировались? Да, Светлана Рещенко, портал «Красноярское питание онлайн». Сразу представилась. Вот, к Ренату вопрос такого образа. Вы говорили, что данный фронт будет объединением легальных организаций, да? Но данный вот фронт, он будет переведен в какие-то легальные рамки? То есть будет ли он каким-то образом легализироваться, регистрироваться? Когда на улице падает дерево, для того, чтобы убрать это дерево, не нужно регистрировать общественную организацию. Достаточно 3, 4, 5 соседям собраться вместе, подойти и убрать это дерево. Во фронте участвуют организации легитимные и легальные. Каждая из них сохраняет полную самостоятельность, и ни одна из них не считает своим праве возглавить или там продвинуть свою идеологию на весь Крымско-Татарский народный фронт. Нет. У них у всех своя идеология, свои задачи, свои цели, но в одном конкретном действии, в принятии закона о восстановлении прав, они будут действовать вместе. Для этого не нужно регистрировать объединение. И в созыве чрезвычайного общенародного собрания. Да, и в созыве чрезвычайного общенародного собрания второй инициативы ветеранов. А вы по поводу ветеранов, это тоже не легализированная организация, да? Это собрание граждан Украины, которые имеют богатейший опыт участия в национальном движении и которые родились именно здесь, в Крыму, которые на себе непосредственно перенесли все репрессии тоталитарного режима и то забвение, которое они испытывают со стороны украинских властей. Поэтому собрание граждан Украины по рассмотрению их конкретных вопросов, оно совершенно легальное, легитимное. Но это, если хотите, это как бы высший моральный авторитет для тех, кто понимает и кто участвовал реально в национальном движении крымских татар. Грубо говоря, орган народного доверия.